сказать, что это шок, ну, что слова. Слов мало, чтобы передать то, что... Ну, по сути, Павел является моим учителем в журналистике. Он дал мне путевку в профессию, по большому счету. Он меня принял на работу на корпункт Первого канала. Тогда еще ОРТ он назывался. Это был февраль 1997 года. Так что я и был обязан ему, и буду всю жизнь ему обязан и благодарен. Павел, несмотря на то, что был он достаточно дерзким журналистом, несмотря на то, что он всегда был в центре событий, в горячих точках, в горячих местах, он не мог быть врагом. Вот даже с теми людьми, с теми политиками, с кем у него были не очень хорошие отношения, кто его недолюбливал, наверное, может быть и рано, это правоохранительные органы должны нам рассказать. Но пока озвучиваются две версии, российский след и украинский след. Я думаю, что обе, они имеют право на существование. Без 10:08 его не было. Мы стали звонить за несколько минут до эфира, но он был вне зоны досягаемости. Мы очень надеялись, что он или проспал, или едет в лифте. Сначала мы увидели новость в ленте новостей, а после подтверждения выдали это в эфир. Первые 15 минут мы ждали, что Паша забежит в студию, скажет, что он опоздал, но после перерыва мы выдали новость. Слышала взрыв, а потом через 20 минут я уже узнала, что это взорвалась машина Павла. Я дома поплакала, я могла поплакать, пока я ехала. И сегодня наши слушатели помогали нам вести эфир. Они также плакали однозначно. Свободе слова у нас нелегко, и журналистам, тем, который по-настоящему работает.